Всем привет, меня зовут Александр, компания Центр. На настроении мы находимся в местечке Морово. Когда-то на этом месте стоял старый домик, мы его демонтировали. Вот он лежит, вот в таком же виде. И построили красивый, свежий, современный, такой модный, летний, загородный дом. Пришло время, и заказчик решил убрать этот мусор, чем мы теперь и занимаемся. Давайте весь процесс вам покажу. Данная работа для нас нова. Мы помогаем заказчику убрать мусор. Также у нас объект есть еще на Эжвинских дачах. Такой же. Мы там разобрали старый дом для строительства нового. И смотрите, это надо все увозить на свалку. Но как это сделать? Изначально были мысли какие? Пригнать трактор и погрузить все в КАМАЗы, да? Да мы так и сделали. Мы пригнали трактор, пригнали 2 КАМАЗа. Тракторист приходит и говорит: я не погружу это все, я не смогу просто ковшом это загружать. Представляете, насколько мы попали? Я пригнал трактор, я за него заплатил, а он работать не может. Представляете, я попал. То есть тут я потерял бабки. Вздохнул сейчас. Далее. 2 КАМАЗа стоят. Ладно, трактор мы отпускаем. Все, что можно погрузить, там блоки мы погрузили, стекла там погрузили. И отправили трактор все домой. Заплатил ему за практически пустую работу. И отправили трактор домой. Все, у меня стоят 2 КАМАЗа, у которых тоже почасовка. Что делать? Блин, у меня здесь 3 человека. Я резко снимаю еще одну бригаду. Просто со стройки. Я говорю, срочно надо. У меня здесь 2 бригады. Мы грузим эти КАМАЗы вручную просто. Быстро загружаем и отправляем. И потом принимаем решение, что это экономически вообще невыгодно. Это дорого и долго. На полном серьезе. Вот это ручная работа, работа с КАМАЗом, ручная погрузка. Это невыгодно. И мы нашли вот такую технику. Посмотрите, он сам берет. Ему помощники не нужны. И сам везет. И сейчас слегка протрамбует. Смотрите, да? Уплотнил. Если работать вручную, мы так не протрамбуем. Мы не можем уплотнить доски. Ну, физически это нереально. А он, благодаря манипулятору этому, он трамбует. То есть объем, даже если он полный объем, это можно утрамбовать. Это прекрасное решение. Ну и как это легко и просто. Вот мы тогда геморроились. Вот я очень переживал, потому что деньги идут. Мы за несколько часов работы, за 4 часа работы, там 9, я потратил 26 тысяч за 4 часа работы трактора и 2 КАМАЗов. Я потратил 26 плюс, ну, еще работягам. То есть мне это вышло в 30-ку. И причем особо ничего не изменилось. Сейчас я вижу, что это просто тает на глазах. Поэтому я рекомендую, если вы планируете разбор дома, вот такую технику лучше сразу заказывать. Смотрите, даже какую мелочь может забрать, да? Вау, мне нравится, реально. Определенно нравится. Аккуратненько еще, смотрите, дом не задевает.
Видели, да, как уплотнил? Еще скажу, мне что нравится работать с ними, они берут за рейс. То есть он не торопится, не спешит, там мы не торопимся, что-то в ППХ. Он пришел и спокойно грузит, спокойно работает. Мелочи там собирает. Вот сколько надо по времени, он себе и грузит. Нет такого, что мы спешим, он спешит, потому что время, да, деньги. Нет, договорились на определенную сумму. Грузит. Тоже нравится. Все, я спокоен, видео записываю для нашего заказчика. В том числе, тут дело идет, ну, мне процесс сейчас реально очень нравится. Вот прошлый наш выезд, да, с этими КАМАЗами, тракторами, людьми, вот здесь этот день мне был. Я, честно говоря, тогда не спал. Я реально очень плохо спал, я каждый час просыпался ночью. Объясняю почему. Это мне тракториста надо было найти, который к нам никак не относится. 2 КАМАЗа надо найти, это абсолютно разные люди. Тоже к нам никак не относящиеся. Людей надо было мне собрать, чтобы они погрузкой занимались. Только независимых людей и компаний. Плюс с утра я встаю, у меня какие-то разнорабочие трубку не берут, да, то есть я понимаю, где люди есть. И у меня вопрос, где людей искать на такой вид работ, погрузка мусора вручную, потому что мы не занимаемся такой работой. Я ищу таких людей, ну, по объявлению. То есть, а у меня трубку не берут, представляете? И из 3 человек, с кем я договаривался, вышел 1. И то щупленький паренек, да? Я с утра начал людей искать, кто будет грузить. Я начал Дмитрию, бригадиру, с утра звонить, потому что он у нас тут в Вильгарте на ближайшем объекте уже работал с утра. Он в 8 утра, 7:30 уже на объект приезжает. Я говорю, Дмитрий, помогай, просто жопа. А суббота, еще и день субботний. Я снимаю бригаду с объекта, везу сюда. То есть у меня такой, нифига не выходной, честно говоря. У меня был такой жесткий день до обеда. И толком, честно говоря, мы ничего не сделали. Вот вообще ничего не сделали. Это правда. И заказчик тут был. И он видит, да, что вообще тут, ну, техника, то все так фундаментально, людей много, КАМАЗы, трактор. А ничего не происходит. Ничего. И вот, пригнал машину, все на глазах. Тает мусор на глазах. И сейчас у меня такое воодушевление, понимаете, что, блин, дело идет. И не только с этим объектом, значит, мы быстро справимся. У меня в Эжве еще такой дом уже на стадии разбора. Значит, также мы будем и там увозить. Главное, чтобы провода не мешались и подъезд был. Здесь подъезд есть, там подъезд тоже есть. Но там провода мешаются. Тут, конечно, легко сейчас грузить и увозить. Ну, пойдемте еще раз посмотрим, как идет дело. Вот какой объем он забрал. Машина взять не могла, мы убираем вручную при помощи грабель, лопаты и рук. Дорогие друзья, если вам необходимо снести старый домик и построить красивый современный дачный дом, обращайтесь. Компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203.
Наш телефон 48 47 48. Приходите, проконсультируем, все посчитаем, ну и будем рады, если выберете нас для строительства вашего дома мечты. Все, до встречи. До встречи на консультации.